И здесь внезапно появляюсь я. Меня зовут Роман, вы на канале «Вне маршрута». И сегодня попробуем помыть машину и сделать небольшой обзор на автоматическую автомойку «Портал». В принципе, это, наверное, будет интересно жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и еще там парочка где-то городов. В принципе, еще открывают свои филиалы по франшизе. Мыть самому здесь, крутить, вертеть, тряпку натирать пистолетом, шлангом ничего не надо. Здесь просто заезжаешь в бокс, и, как правило, по 2 поста. Там тебе говорят, что остановись, и все, стой. Грубо говоря, есть несколько программ, и по времени, вот есть техническая мойка 3 минуты, эмульсия, смыв водой, вот, экспресс 5 минут, оптимальная и стандартная. Стандартную прям жир-жир, мойка днища, дисков, порогов, ополаскивание, эмульсия 2 раза, цветная пена, смыв осмосом, гидрофоб нанесение и обдув 2 раза. Это прям как по ощущениям, как будто тебя реактивный самолет сейчас врежется. Собственно, из бонусов, из прикольного, из нового у них что здесь появилось, это автохимия. Это антимошка и очиститель дисков. Сейчас мы ими тоже возьму, попробуем, попшикаем. Как правило, надо наносить химию за 5-10 минут до самой мойки. То есть у меня машина сейчас здесь стоит рядышком. Я попшикаю диски и стеклы, подожду 5 минут и поеду на мойку. Соответственно, все сниму еще изнутри, из машины, как это выглядит. Сейчас пойдем, посмотрим. Ну и первый, это значит у нас очиститель дисков. Взял вот такая баллонина. Там, в принципе, есть перчатки а-ля гамбургеры, бургеры есть. Но я что-то забыл, не взял, только вот пока шел, уже не побегу, да и ладно. Вроде говорят, что она протекает, но, думаю, не разъест меня сильно. Собственно, пшикаем диски каким-то, примерно, наверное, таким образом. Все 4 колеса. Ох, пахнет. Чую, какой-то химозой запахло. Глаза щиплет, что ветром попало на меня. А вот эта жижа для дисков, по идее, не знаю, те крошки, которые вылетают с тормозных дисков и колодок, могут, ну они же раскаленные, горячие, могут вылетать, приклеиваться к ЛКП. По идее, можно тут еще немножко, наверное, пройтись и по кузову. И оно даже где-то местами даже будет подсвечиваться, наверное, менять цвет. По той стороне тоже попшикаю. Вылетают эти раскаленные частицы. О, господи. Запашок ядреный. Ну и, как я сказал, вылетают и могут в ЛКП, в лак впаиваться, собственно. И сейчас еще антимошку пшикаю. Только пшикаю, ничего не натираю, соответственно, ничего не натираюсь никаким тряпкам, никаким щеткам. Еще и заднее стекло тоже попшикаю. Машина у меня, конечно, может показаться не сильно грязная, но очень пыльная после карьеров, после загорода. Что тут поприлетало. Еще вчера дождь был, в дождь ехал. Ну и, собственно, сейчас засекаем, условно засекаем на моих курантах 5 минут и едем на первый пост. И пока жду 5 минут, в принципе, есть о чем сказать. А это, наверное, по поводу оплаты. Можно платить 2 варианта. Есть бонусы, есть деньги. Как можно получить бонусы? Можно по промокоду «Приведи друга». Кстати, если ты мой друг, промокод будет в видео внизу. По этому промокоду, если ты в первый раз приезжаешь на эту мойку порталовскую, тебе 50% скидка на любую
на любую программу этой мойки будет автоматически. А мне упадет 100 бонусов. И вот этими или бонусами можно оплачивать, или уже условно деньгами. Узнавал, мне пояснили, что комбинированно нельзя. Ну, плюс еще какие-то бонусы есть за отзывы во всяких сервисах. И вот такая всякая история. Вот. Так что я сейчас попробую через приложение, у них есть приложение порталовское, через приложение все это дело оплатить. Мы узнаем, откроется ли заветная дверь. Вот такая история. Ну и вот я подъехал к терминалу. Ну, точнее, к посту, к первому. Терминал здесь для оплаты. Я в целом буду через приложение все это дело оплачивать. Вот. Выберу оптимальную. Так, у меня есть промокод. Промокод есть, но пока его использовать не буду. Оплатить. Оплатить бонусами. Есть у меня бонусы. Производится оплата. Постановка в очередь. И вот открывается бокс. Соответственно, можно заезжать. Главное выключить дворники. Вот, говорит тут вперед. Ёлки-палки. Вот стрелочка. Оп, все, стоп. Так, реверс. Оп. Паркинг. Так. Главное закрыть окна, закрыть люк, если есть, выключить дворники, чтобы автоматически. Ну и, соответственно, смотрим, как это все дело происходит изнутри. Честно говоря, я уже сам забыл, что там в программе у нас входит. Но, по-моему, что-то на 8 минут. Да, тут, кстати, вот в приложении есть история, что 8 минут после остановки... заглушите двигатель. Хе-хе-хе. А я не заглушил, ну ладно, заглушил. Вот. И она, сидишь себе, музычку слушаешь, если надо. Она ездит, поливает. Сейчас первый ополаскивает. Соответственно, сейчас пена должна дать. Пена очень прикольная изнутри, когда сидишь. Вот это сейчас пошла эмульсия. Опять же, что такое эмульсия? Скорее всего, это просто пена немножко с водой разведенная. Так, что тут у нас? По кругу ездит. Обливает. Сигнал GPS потерян. Она не говорит тут мне ничего. Женщина тут говорит мне. Ну и да, вот в приложении можно отслеживать прогресс и сколько нам еще осталось. Вот тут 6 минутов пишет. Сигнал GPS потерян. Вот. Так, ожидаем. Нас поставили на паузу, видимо, чтобы эмульсия начала действовать. А мы сидим и ждем. Так, поехала второй раз. По-моему, второй раз и тоже эмульсия. Да, тоже эмульсия.
Ожидаем. Я вот сейчас жду пены. Пена цветная. Она причем не просто там розового цвета или зеленого, там, или синего. Она тут льется разноцветная. И тут как радуга. Стекает по стеклам. Так, 5 минут осталось. О, пена пошла. Забавно. Как будто прилетела стая этих голубей. Сразу стало темно, но красочно. Интересно, как это выглядит снаружи. Выходить, наверное, тоже не рекомендуется, да и запрещено, по идее, вообще в бокс заходить. Сигнал GPS найден. Тише. Сигнал GPS. Еще запах присутствует после химии, которая для дисков в машине. То ли от машины, то ли от рук, которая попала на руки, там немножко протекает. Сигнал GPS потерян. Ай. Так, все. Закончилось, там нам 4 минуты осталось. У нас еще турбосушка же будет. Вот пошло давлением там, смывать всю эту историю. Сильно-то, знаете, это в турбосушку не верю. Ох, прикольно. Да будет свет, сказал монтер. Сразу тест автомобиля, люка. Ничего нигде не протекает. Сильно в турбосушку не верю на самом деле, но хотя бы вот в эту, в однофазную. Есть же в максимальной программе 2 раза турбосушка. Вот. Здесь чисто так, наверное, что-то сдует с слегонца. Поэтому у меня с собой полотенце, специальное автополотенце для протирания, для сушки кузова. Так что мы еще в конце выйдем на парковочку и насухо вытрем, чтобы вообще никаких разводов, ничего не было. Так, а тем временем проехало, все у нас помыло. О, и пошла турбосушка. Вот эти поехали. Реактивный двигатель, его видно, да? Разводы пошли от ветра. Ну вообще, прям со светомузыкой буквально. Ну вот так вот оно сдуло. В принципе, на лобовом стекле осталась влага. Не знаю даже еще как показать. Ну, в целом норм, наверное. И возвращается второй раз, еще будет обдувать. Ну, как бы туда-сюда. Это считается за 1 раз. В принципе, наверное, на этом у нас и закончится. Уже по программе, вижу, 1 минута осталась. Есть кнопка «Вызов администратора». То есть здесь всегда, я так понимаю, дежурит человечек. А мойка круглосуточно работает. И, кстати, не сказал, в ночные часы с 0 часов до 6 утра скидка на мойку. Что-то процентов 15, по-моему. Можно еще, кстати, через Telegram-бота скидку получить. Тоже промокод дают. 15% скидки, но это когда ты оплачиваешь... О, мойка завершена. Заводимся. Заводимся и выезжаем. Уж извините, пристегиваться не буду.
Мы тут на парковочке. Вот. В целом том. Ну и будем посмотреть, как это все дело у нас снаружи выглядит. Как у нас это дело все получилось. Посмотрим. Угу. Так, ну это просто влага, влага, влага. Колесья помыла и помыла. Вот, тут остались какие-то следы пены, мыльца, мухи остались. Мухи с трассы остались. Здесь пена осталась. Здесь пена осталась. Как-то странно, тут вода, не знаю, стекла, не стекла. Здесь пена. Так. В принципе, вроде арки, под арками тоже все промылось. Там все чистенько, черненько, без песка. Ну и сзади, в принципе, здесь ни песка, ни мыла, ничего не вижу. В целом ок. В целом хорошечно. Сейчас достану полотешко. Полотешко тоже у меня специальное. Живет всегда со мной. В багажнике ездит. Оп, потекло, задождило. Ну, в смысле это с крышки багажника. Вот, полотенце такое, в таком пакетике. Что-то я в этом пакетике, чисто он транспортировочный, который с магазина, но я не выкидываю. Рекомендую сразу полотенца покупать большие. Вот, ну, может быть, еще если будет в 2 раза больше, чем это. Прям круто, здорово, и вам одного полотенца хватит, чтобы высушить всю машину, ну, пару раз выжить, но причем оно микрофибра с одной стороны. И это классно, и, прям must have. Именно то, что надо, и именно большое. Маленькие даже не покупайте, вы ничего ими не вытрете. Вот. И что, как в этих лучших традициях, лучших домах Лондона и Парижа, мы накидываем полотешко и начинаем сводить. Хотя, кстати, вот тут турбосушка с капота-то неплохо сдуло, но плохо сдуло с лобового стекла. Лобаш у нас получается мокроватый. Но опять же, такое чисто номинальное. Опять же, если включить дворниками махнуть, оно все сметет, но мне не нравятся потом разводы, которые получатся вне работы дворников. Ну и дальше полотешком чисто прошли по бокам, сильно не нажимаем, дабы ничего там, остатки песка или еще чего-нибудь не поцарапать. Наше драгоценное лакокрасочное покрытие. Опять же, турбосушка, вот было бы неплохо, если бы она как-нибудь задувала и зеркало, да, заднего вида, боковые, тоже обдувало, чтобы вот капли выдуло оттуда. Но нет, так нет. Ну, в принципе, слушайте, как бы капель очень мало. Очень мало осталось. Тут буквально номинальное что-то. Сказать, что оно критично и оставит ли потом после себя какие-то разводы, ну, наверное, не оставит. Ну вот, пошли по второй стороне. Но такое полотенце вот вам точно надо будет иметь, если вы поедете на сушку, на мойку самообслуживания, где вот это вот вы все пеной сами накидываете, смываете ее и все. Там, конечно же, воды много остается. Вот. И дабы не тратить деньги на турбосушку дополнительную, хотя тоже рекомендую, чтобы щели турбосушкой пройти. Ну, в общем, чтобы на это все не тратить, все таким полотешком быстренько, раз, без нажима, прямо болтается и болтается. Можно 2 руками, чтобы увеличить площадь. И все, у тебя вся бочина сухая, без разводов. Стекла забыл. И классно. Здорово. Великолепно.
Конечно, здесь в моей машине остается вода за всеми этими люстрами, фонариками и всем-всем-всем. Турбосушка их, конечно же, не выдала, потому что у портала турбосушка сверху на тебя дует. Вот. И все. И классненько. И все, машина чистая, сухая. Здорово. В целом пользоваться можно. И, наверное, даже не как я сейчас, основная программа была выбрана, а можно техническую программу там на 3 или 5 минут чисто приехал с дороги, сбил пыль, ополоснул и поехал, поставил себе во двор или паркинг машину, и она чистая, сверкает, радует глаз, что самое главное, да, ведь мы все этого хотим от своих автомобилей. Ну и сеть этих робомоек портал, в принципе, может вам сильно в этом помочь. Опять же, чтобы свои драгоценные ручки не мочить, не в химии не елозить. Ну и, собственно, как я напомню, уже говорил, промокод на первую мойку 50% скидка будет в описании. Все, пользуйтесь, друзья. Спасибо за просмотр.